Сегодня у меня во дворе убили собаку. Она залезла вот под эту дырку. Я там кое-как ее доставал. Вот. Убили люди, стреляли с дротиками. Сейчас посмотрим. Где-то вот он дротик. Красный. Он сливается с кровью. Ну, думаю, здесь наглядно все видно. Это видео хозяева Соломона, так звали 4-летнюю алтайскую лайку, сняли сразу после убийства. Анна показывает место, где его нашла. Собака с дротиком на шее забежала глубоко под дом и там же умерла. По словам Анны, Соломона застрелили средь бела дня, когда он просто выглядывал через забор. Незнакомцы даже не постеснялись зайти к ним во двор. Я спрашиваю, что вы здесь делаете? Он говорит, я ищу дом. Я говорю, какой дом вы ищете? Он говорит, ну просто дом. Я говорю, как так вы ищете дом? Говорю, на моей территории. Он как-то так разволновался, как будто бы, и пошел к выходу. Я вместе с ним. За воротами стояло двое мужчин. Один из них был пьян. Он был в сильной куртке, он моложе их был намного. Вот. С машины мне вытащил другой мужчина, как бы бумажки. Оказалось, это договор, заключенный с нашим Балдуевым, то есть начальник ЖКХ, получается, на отстрел животных. В администрации города от комментариев воздержались, однако подтвердили, что регулирование численности безнадзорных собак идет, но не отстрел, а отлов. Тем временем хозяева Соломона написали заявление в полицию и намерены довести дело до суда. Они уверены, этот дротик мог попасть в кого угодно. За все время вскрытия, как бы, слов ветеринаров, кровь ни разу не свернулась. То есть уже пошло полное окоченение, но кровь не свернулась, она только чернела. То есть темная кровь была за наличие какого-то сильного яда. Ну вот в понедельник буду продолжать вскрытие, чтобы отправить анализы на экспертизу в Якутск. И будем ждать результатов. Оставшуюся часть дротика экспертизы будет делать полиция, вернее. Анна вспоминает, Соломон был очень дружелюбным, никогда ни на кого не рычал и даже не выбегал со двора. Он все время проводил рядом со своей мамой Тори. Она теперь даже не ест, а только печально скулит. Марьяна Кутукова, Евгений Тайтонов, Мирный.